Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. У меня сегодня в очередной раз обед. Приготовил вот такой приготовил, в общем, потушил картошку с мясом, сверху посыпал укропчиком, обожаю укропчик. Тут у меня баклажан в томатном соусе, One Love, обожаю. Огурчики, вода, ну и, конечно же, хлеб. Вся эта конструкция как-то умудряется держаться, поэтому если что-то случится, то, как говорится, не ругайте меня. Все, давайте начнем. Я голодный. Впрочем, как и всегда. Воду, наверное, уберу, да? Надеюсь, это все не упадет. Хлебушек. В общем, приготовил. Ну, это, конечно, курдаком не назовешь, потому что это не курдак, да, но как я люблю картошка и мясо мягкое. Вот есть люди, которые любят, знаете, когда тверденькое. Это когда я увидел, что Марина Верняева ест сырое мясо. Я просто был в шоке. В шоке, мемболдом. Этот салат очень вкусный. Вот кто не брал его? Побольше сорпы люблю, когда. Надеюсь, вам видно. Мясо мягкое. В такую погоду такую еду нужно и кушать. В общем, хочу всех поблагодарить за теплые слова под прошлым видео. Их было очень много, там около 300-400 комментов набралось, оказывается. За это вам огромное спасибо. Спасибо и тем, кто высказывал свою, скажем, точку зрения, которая различается с моей. Сделать это, главное, без оскорблений, то огромное спасибо вам. Сегодня у меня тот же фон. Под прошлым видео вы написали, что вам фон понравился. Мясо у меня конина тут. Многие писали, ой, ё-моё, многие писали, что Мадяр, ты что, покрасился, типа? Нет, я не покрасился. Это освещение такое. По-моему, даже яркое. Ну ладно, пусть так теперь будет, что теперь. Картошку с мясом обожаю. Один раз я выпустил, короче, видео. Это было, наверное, в прошлом году. Бляха-муха. Ну, мы с мамой приготовили. Как с мамой? Мама приготовила. Картошку с мясом. И мы назвали это хурдаком. Это была наша ошибка.
Потому что нам сразу зрители написали, что это нифига не курдак. Так что сегодня это у меня тушеная картошка с мясом. Укроп обожаю. В общем, какие у меня новости? Ну, особо новостей нету. Живем. Ребят, кто хотел... Кто хотел приобрести карт-холдер, напишите, пожалуйста, мне в личку. В Инстаграме. Я говорил или нет, что я аккаунт свой вернул-то, основной. У меня счастье было просто полные штаны, вы не представляете. Вернул. В общем, как вернул? У меня, короче, была почта Mail.ru. Помните, когда все создавали в Mail.ru эти «Мой мир» еще был, кто помнит, помните? Mail.ru. И мне как согруппник мой создал почту, помог. А я вообще там далек от этого всего, хотел учиться на программиста, и вообще все от меня это далеко. Ну, короче, создал. И все, что я новое открывал, там же все равно требовал электронную почту. И я вводил свою вот эту почту Mail.ru, короче. Вводил. В какой-то момент перестал ей пользоваться на протяжении 3 лет, по-моему. А Тугодум-то не догадался, что надо все свои вот эти вот соцсети перевести на новую почту, которая у меня тогда уже была. Короче говоря, почта эта вся взламывается, то ли самим Mail.ru, то ли кем-то еще, в общем, не знаю. Пароль там был типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вот типа такого, знаете. Вот, в общем, написал я в Mail.ru, мне отвечает женщина, по-моему, менеджер по работе с клиентами. Помогает мне, говорит, сделайте то, сделайте все. И видно, что это не робот, что это живая женщина. Я думаю, надо же, да вот. Ну что скажу так, но реально просто процветание Mail.ru, всех благ Mail.ru, потому что благодаря ним я восстановил аккаунт. Инстаграм вообще как-то повел себя странно. Там хоть что делай, хоть с бубном танцуй, хоть что. В общем, он как-то так странно реагирует, типа... Ну, потерял пароль, типа, не помнишь, ну, типа, ладно, типа. Я думаю, что в этом отношении Инстаграм будет более такой лояльный. Хайдава. Так что у меня есть основной аккаунт Magic Merlin, проходите туда. Короче говоря, я посмотрел позавчера, по-моему, один фильмец, называется он «Пленницы». Достаточно уже старый фильм. Старый болғанда, где-то, наверное, 2009 года. Ну, в смысле, что не новый. И там играет, короче, Хью Джекман, ну вообще он шикарно так сыграл. Вот когда так... Да что такое? Когда я смотрю такие фильмы, знаете, такие эмоциональные, что на взрыв аж, да? Мне кажется, что они заслуженно получают эти огромные деньги, которые они получают. Потому что ты можешь учиться этому, да, ты можешь там, не знаю, 25 закончить университетов театральных. Но если в тебе этого нету дара, да, актерского, ты хоть там, я не знаю, ты хоть там на сцене в Мерлин Монро перевоплощайся, но нет, так нету, это видно сразу. И просто шикарный фильм, тяжелый.
Особенно у кого есть дети, не рекомендую смотреть. Но, знаете, вот искусство, оно такое, наверное, когда ты после этого фильма или этой песни сидишь и не можешь собрать свои мысли в одно место. То есть, это, наверное, и есть искусство, по идее. А вот эти песни, типа, знаете, ты пришла, я пришел, ты ушла, я плакал, ты плакала, слезы текали вверх, да, слезы текали вниз. Они, наверное, ну ты услышал, да, и забыл. Потом я, короче, смотрел фильм, называется «Жизнь других». Такой интересный фильм, своеобразный. И там основная мысль в том, что это до разрушения Берлинской стены, то есть со стороны, значит, Советского Союза, да, знаете, да, был государство, да, ГДР, по-моему, называется. В общем, там был такой Штази, называется, служба такая, которая за всеми следила, прослушивала. То есть, если человек показался подозрительным, то, значит, за него брались и в полной мере обрабатывали. В общем, интересный фильм, посмотрите, «Жизнь других» называется. Там, короче, Штази начинает брать в обработку драматурга, который, значит, хвалит власть, там вот такой идеальный, но начинает мутить, скажем, с женщиной, в которую влюбляется член партии ЦК, короче. Так что ищите женщину, шершаля фам, как говорил великий кто-то. Вот. Так что я вам рекомендую, посмотрите, не пожалеете. Никакой темы сегодня не готовил. Напишите в комментах, на какую тему поболтать. Я подготовлюсь, как бы соберу свои мысли в кучу. Сегодня просто, знаете, охота была покушать. Вернее, поесть. С собой приготовленную еду. Ну, картошечка получилась топчик, реально. От души прям себя хвалю. Молодец. Мадяр, ты молодец. Я, наверное, уже все уши прожужжал, но у нас в Семске реально осень, вообще лета нету. Ходим в куртках. Кто спрашивал, да, это спички, я кладу под, значит, тарелки. Меня научила Лена Фольц. Лена, спасибо. Вот знаете, я ем, я не чувствую, что я наелся. В плане того, что как бы я наелся, но это какая-то сытая, знаете, такая средненькая. Хотя это огромная тарелка. Может, я воды не пил много, поэтому. Картошка во. Баклажан во. Вот такие дела. Так что пишите свои вопросы, темы обсудим, поговорим на следующих видео. Ну все, вот такой вот мукбанг получился. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте пальчики вверх, ставьте лайки, пишите добрые комменты. На этом моменте должен подавиться. Да. Да, ставьте лайки, комменты. В общем, спасибо за поддержку. Пока-пока. Еще увидимся. Пока!